Здравствуйте, в студии Зинаида Белухина, режиссер Александр Радин. Вы слушаете программу «Простая экономика». У нас сегодня час сенатора. И наш гость Александр Акимов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также член экспертного совета по Арктике и Антарктике, сенатор от Республики Саха-Якутия. Ну, в общем, много чего об этом человеке можно было бы рассказать. Но у нас времени немного на представление. Здравствуйте, Александр. Да. Здравствуйте. Итак, у нас опять-таки 5 июня, международный, всемирный даже день охраны окружающей среды. Да. Вот так. А сравнительно недавно проходил в Санкт-Петербурге очень интересный, очень важный Невский международный экологический конгресс. Да. Вот вы там были, конечно, и расскажите нам, пожалуйста, о том, что говорили красиво, мы знаем. Все говорили красиво и правильно. А вот каковы все-таки те самые результаты, которых мы могли бы ожидать на практике? Спасибо. Во-первых, добрый день, уважаемые радиослушатели Народного радио. Это, во-первых. Во-вторых, я хочу тоже поздравить Международным днем окружающей среды, днем эколога, кто неравнодушен сегодня нашей матушке природе. Я немного расскажу, как прошел форум, да, Зинаида. Это традиционный форум, который проводится 7-й раз в Санкт-Петербурге по инициативе Совета Федерации, экологов. И то, что в России проводится, это, я считаю, весьма знаменательно. И под нашей эгидой это международный форум, более 30 стран принимали участие зарубежных, и более 1000 участников, и более 50 субъектов Российской Федерации, представители принимали участие. И очень интересный форум, я уже 2-й раз принимаю участие, и мне всегда очень нравится. И работали первый день, проводили круглые столы. Вот это 6 круглых столов по темам, потому что сама тема форума – это стратегия экологической безопасности, механизмы реализации. Это тема глобальная. Круглые столы прошли по отдельным тематикам. Это 6 круглых столов. Я вел 5-й стол. Это связанные проблемами экологической безопасности при освоении полезных ископаемых. Очень актуально. Кроме этого были проблемы, как раз обсуждали проблемы экологической стратегии. Это основные принципы, методологии и так далее. Дальше были столы, связанные с развитием сельского хозяйства, эколого-ориентированного сельского хозяйства, вопросы продовольственной безопасности, проблемы водных ресурсов, лесных ресурсов. Это тоже очень серьезная тематика. Кроме этого, проблема отходов, проблема экотуризмов. Видите, это такие самые актуальные темы не только для нашей России. Я хочу сказать, что сегодня все-таки я считаю проблемы экологии, не говоря уже о экономике, я хочу сказать, что выходит на первый план. Почему? Почему? Потому что у нас одна Земля, планета большая или маленькая, и проживает здесь много государств, много народов, и с каждым годом количество не уменьшается, а увеличивается. Все хотят есть, пить и так далее, но Земля-то одна, правильно? И мы должны каким-то образом беречь, оставить нашим потомкам
нашим детям, чтобы жилось им лучше, правильно? Ну, все так. Ну, естественно, Ну, конечно. и есть про вопросы, например, да, какие... Я хочу сказать, что и Матвиенко Валентина Ивановна об этом говорила, что экология сегодня все прекрасно понимают, что она трансгранична, что нельзя эти вопросы решать в рамках узкого государства, своих каких-то определенных национальных интересов, они выходят уже за пределы. Те же добыча полезных ископаемых или проблема питьевой воды, проблема освоения Арктики, да, ну и так далее. Можно, та же проблема Каспия, Черного моря, там же несколько государств, да, эти проблемы, приграничных государств. Надо сесть за стол, обсуждать эти проблемы. Потому, конечно, это сегодня уже вышли на такой межгосударственный уровень, и это надо проводить. И это межпарламентская вот ассоциация вот, стран ЦНГ как раз по его инициативе тоже проводится, потому очень много государств принимали участие в обсуждении этой проблематики. И с каждым годом увеличивается. Так сказали, что в этом году было больше всего участников. То есть интерес все-таки огромный к этой проблеме. Но то, что проблемы-то есть, и они постоянно озвучиваются и средствами массовой информации, и общественными организациями. Да. Но, понимаете, Александр, хотелось бы уже знать, какие-то решения достигнуты. Вот то, о чем, собственно, я и сказала. А результаты-то каковы будут для нас? Одно дело обсуждать ту или иную ситуацию. Мы их уже обсуждаем, я не знаю, сколько времени. А вот что-то такое было? Да, здесь я что хочу сказать. Вот, вы совершенно правы. Люди-то ждут результата, правильно, чтобы народ знал, что творится. Вот. Лучше становятся магазины, те же продукты питания и так далее. И как раз эти проблемы тоже обсуждались, проблемы экологически чистой продукции. Что ну, допустим, вот взять эту тему, сегодня это проблема продовольственной безопасности, даже вот в условиях экономических санкций, там, кризиса и так далее. Этот вопрос сегодня как-то более актуальный стал. Мы почему-то к этой теме вернулись, хотя можно было и раньше вернуться, правильно? Да, народ-то все время об этом говорит. Что не надо есть там постоянно картошку перевозить там откуда-то с Израиля или там с Египта, а своей картошки должно быть достаточно, да? И у нас было всегда достаточно, всегда, вот что удивительно. И в нашей России всегда сельхоз, что вот мясо, молока, картошки, там, капусты и так далее, всегда было много и достаточно. И сейчас вот вопрос об этом и стоит, именно экологически чистой продукции. И как раз этот вопрос обсуждали, вопросы развития вот черноземья, да, вот этих областей, как раз центральной России. Вы знаете, я помню в 90-е годы, извините, в 90-е годы вот в эфирах радиостанций патриотического направления говорили о том, что, причем те, кто этим занимался, что из наших черноземных областей вывозили на продажу чернозем. Вот был ужас какой. Да, вот, к сожалению, да. Да, вы совершенно правы. Я что хочу сказать. Здесь резервы у нас, и ресурсы огромные. И вот, слава богу, не все вывезли. Да, не все вывезли. И даже во время войны вывозили из той же Украины. Вот, и тогда, видите, Украина тоже, война идет тоже за ресурсы, за определенные. Это тоже надо понимать сегодня. Руками Украины. Да, Евросоюза и так далее. Конечно, какие там земли-то? Мы всегда говорили, житница, да, так. И я, например, сам с Якутии, да, вот хочу сказать, вот ближе к продовольственной программе там. Скажем, сегодня на севере самая лучшая рыба где находится?
Конечно, на северных реках, начиная с Омля, Нельмы и так далее. Какие-то прямо сказочные названия этих рыб. Это белая рыба северная, сегодня из него делают и строганину, там самое лучшее. Здесь же уже начали продаваться вот эта продукция-то. И сегодня дальневосточная рыба, это начиная с лосося и так далее, это же, считайте, самая лучшая рыба здесь у нас находится, в северных морях, реках, океанах и так далее. Вот надо развивать, или, скажем, мясо оленины, считается, это вообще деликатес, понимаете, экологически чист. Мясо жеребятина, у нас считается, в Якутии самое лучшее мясо, это мясо жеребятина, это вообще его сырым едят, и рыбу сырым едят, не то, что японские суши там и так далее, да. У нас больше таких своей продукции должно быть. К сожалению, и это кажется естественно. Естественно, конечно. Но у нас определенные барьеры были и так далее. Сейчас когда говорим об импортозамещении и так далее, сейчас дается зеленая дорога именно развивать такое производство, понимаете? Сельхоз, производство, переработка рыбы. Якутия это почувствовала? Да, Якутия почувствует. Это возможность, да? Уже сейчас чувствует. Это раньше как-то меньше было. Даже доходило до того, что Якутии завозили мясо в свое время, я помню, с Австралии, это баранину. В Якутию с Австралии? Да. Но до такого, когда есть свое мясо полно, понимаете, и дичи, там, оленины, сахатина и так далее. Конечно, об этом сегодня вообще Россия может полностью себя обеспечить чистой, экологически чистой продукцией и поставлять продукции даже на экспорт. Спокойно это может. Это, я думаю, для этого резервы огромные у нас, и ресурсы. Я по северу чуть-чуть даже пример привел. Но второе, это я хочу, для нашей страны, конечно, серьезная проблема, это проблема промышленных отходов, борьба с отходом. Это бич наш, это серьезное, потому что мы много добываем, разлив нефти там и так далее. То, что сегодня факела горят, это никого не секрет, что у нас побережье тоже засорено, понимаете, и об этом открыто там на форуме-то говорили, Но в одной Кемеровской области более 10 миллиардов тонн это скрышных пород. Это надо провести рекультивацию и так далее. Надо утилизировать отходы, правильно, грамотно, профессионально. Но об этом уже стали говорить четко. И докладывал министр природные ресурсы в экологии, Донской. Но он правильно говорил, что у нас еще от прошлого промышленно развития осталось более 30-50 таких объектов, которых надо сегодня привести в порядок, понимаете, которые загрязняют и так далее, начиная там от хвоста хранилищ, такие, которые засоряли сегодня экологию, воздух и так далее. Но есть разные предприятия, которые сегодня уже не работают, особенно эти горнодобывающие, золотодобывающие, но они остались, их надо все-таки полностью привести в порядок, утилизировать и провести рекультивацию и так далее. Ну, а у нас есть эти системы? Ведь одно дело обозначить точку, эту кучу надо, извините, убрать, а другое дело сказать еще, как это сделать и в какие сроки. Но это уже сегодня мониторинг проводится, это то, что в России серьезно начали работать об этом, и говорится, у нас и закон принят,
вот стратегия, и сегодня это есть программа, о чем Донской говорил. И я хочу сказать, конечно, можно говорить, что у нас все плохо, на самом деле последние годы уже открыто об этом начали говорить. Вот былые годы еще не говорили, скрывали там, и там же были и аварии и так далее, народ не знал. Часто все, там ничего не скроешь, и из космоса видно, и мониторинг проводится, и сегодня и население об этом открыто заявляет. Конечно, там, например, даже население выступает против строительства какого-то газохимического завода, например, из-за вредности, да, имеет право, имеет. Сегодня обязательно по закону должны провести среди населения обязательно не только опрос, да, но обязательно должны референдум встретиться и так далее, вот, и доказывать об этом, иначе нельзя. Это в законе все прописано. Но, к сожалению... То есть это по закону. Да, если это не делается, то можно сказать, так, вы нарушаете закон. Да. Или буквально так, причем федеральный закон. Или строительство нефтепровода, газопровода. По ним, конечно, надо обязательно... Есть общественная палата, в общем, глаз да глаз. Общественное слушание. Сегодня, конечно, это в первую очередь, потом они выходят на первый план. Кому-то, может, это неудобно, там, руководителям крупных предприятий не хотят это, но это заставят по закону, это жестко. Сегодня нужны очень жесткие меры вот в этом плане. Ну и третья проблема, о чем вот мы вначале говорили, это проблема отходов, да, мусора. Да. У нас же тут уже не надо далеко ходить, да, пусть даже это в таких городах крупных, как Москва, там, да, или миллионных городах, это проблема, конечно, это сегодня самая серьезная. Утилизация отходов, переработка, как по всему миру это. И здесь нужны новые технологии, вот как во многих странах Европы, развитых странах, вот Японии и так далее. То есть в мире они есть, эти технологии уже сейчас есть. Новые? Сегодня мусор и сортируют, перерабатывают, и крупнейшие сегодня есть заводы. Уже из него и делают, и продукции делают, понимаете? А сегодня в России что у нас? Да, у нас это тоже началось, но только уже об этом на форуме тоже говорили, уже есть технологии, и в крупных городах эта работа началась. Например, губернатор Санкт-Петербурга выступал, практически сейчас такую технологию, да, это очистки воды сделали, что сегодня весь этот 100% да, идет очищенная вода уже. 100% очищенная. В водопроводе, да? Да, в водопроводе вода. И который сливается уже, понимаете, отходы уже. Это тоже технология уже. И во многих крупных городах водоочистные сооружения уже очень четко, да. Понятно. Очистные сооружения делаются. И это, конечно, это требует определенных вложений и так далее. И это ресурсы же достаточно большие. Но, тем не менее, сегодня без этого нельзя. Это обязательно надо работать. Что самое важное в стратегии вы для себя отметили? Вы как специалист, в общем, человек очень опытный. Да, я считаю, что стратегия до 2025 года у нас она будет принята уже. Самое главное, расписаны механизмы, какие законы надо принимать, какие эти нормативные акты, потому что без них нельзя. Это раньше не было. Все с учетом международных стандартов, нормативов, они должны быть обязательно приняты. Это, я считаю, это сегодня тех документов, которые у нас не было по вопросам охраны
окружающей среды. И оно, это во-первых. Во-вторых, это комплекс мер. Ну, если мы в общем будем говорить, да, это проблема только как бы с точки зрения узкой охраны окружающей, этого недостаточно. Это комплекс мер. Это начиная от питьевой воды, да, кончая, вот как мы говорили, это продуктами питания или переработка отходов. Это целый комплекс мер. Это для нашей огромной страны, это, конечно, очень большая тема. Я еще хочу сказать, что Россия, да, это сегодня очень богатая страна, и лесами практически это у нас около 40% территории – это лесные ресурсы. В одной Якутии, да, я скажу, где-то 700 тысяч озер и рек. 700 тысяч. Красота, конечно, да, Якутия. Ни разу не была. Да, вот, ну вот надо, это 1/5 часть России. Это, вот представляете, столько озер. И это мы должны беречь. Вот, везде, чтобы рыбы были, понимаете, вот. Везде, что не уничтожать вот это, сохранить надо. Вот. Вечная мерзлота, как бы многие говорят, это зло, как льды и так далее. Там. На самом деле это наше богатство. Это вообще, я считаю, дороже, чем все там. Это алмазы, золото и так далее. Это потому что это легкие нашей планеты. Вот. Сегодня, если они растают, то что будет? Это, понимаете, это баланс нарушится сегодня, тепловой баланс планеты. Вот. И потому очень, конечно, вот освоение Арктики, севера надо подходить очень разумно, очень, я бы сказал, осторожно. Вот. Мы должны все это сохранить. К сожалению, вот не всегда понимаем. У нас, например, в Якутии вот специальный был в свое время создан институт мерзлотоведения. Вот. Мерзлотоведение. Да, это изучали грунты, вот, поверхность земли, и вечная мерзлота же это, на самом деле, это же огромный пласт, который хранит очень много мудрости, там, начиная вот с этих мамонтов, там, которые сохранились, там все сохранилось, понимаете, вот. Вот как же есть срез, скажем, дерева, да, там видно, какое вот росло, да, а тут уже срез земли, и видно, что было, можно по нему изучать всю, как бы, историю развития человечества Земли. И не случайно самый этот древнего вот, захоронение человека нашли у нас в Якутии. Вот. Есть профессор такой Мачанов, вот в деревнях на Ленских столбах. Вот это. Вообще вот, у нас есть в Якутии единственный музей мамонта. Вот. И сегодня ведется даже, чтобы клонировать мамонтами, занимаются вот японцами, корейцами, наши институты. Представляете, вот изучая вот это всю флору, фауну, вот вечную мерзлоту, еще многое что раскроется. К сожалению, человечество еще не знает. А вот институт мерзлотоведения, он у вас сохранился? Да, или сохранился. Там раньше замечательный герой со Струда работал, Павел Иванович Мельников. Вот, его школа, она была известная во всем мире. Но потом изучали канадцы, Аляски. Вот, да, строительство на вечной мерзлоте. Вот, скажем, вот, дома у нас, как в Якутии строят, да, вот на сваях, как в куриных ножках. И почему? Вот это надо, свая бывает 10-16 метров, и до пластов доходит, да, и, конечно, тогда этот дом будет держаться долго, вечно, как говорится. Если так наверху, конечно, поставишь без этих свай, то, конечно, дом развалится, правильно? И чтобы вот это
все это изучили, и впервые вот в Советском Союзе начали вот идти строить дома так, вот построили гидроэлектростанции на вечной мерзлоте Вилюйский ГЭС. Это же тоже благодаря вот науке, научным достижениям, и очень это все соблюдали. Представляете, что вот была же техногенные аварии вот эти и на Саяно-Шушенском и так далее. Ну, вот наша гидроэлектростанция, построенная вот 60-е годы вот эти на Вилюйской ГЭС, при вот освоении алмазного месторождения сегодня работает. Вот, и это тоже вот очень серьезная наука. Я просто хочу сказать, это сегодня наша Россия такие несметные богатства, и мы должны это беречь. Вот, и тайгу. А здесь я просто хотел бы сказать, что мы законы приняли, да, вот по особо охраняемым ОПТ, это природным территориям, особо охраняемые. И территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Сегодня, например, Якутия 30% всей территории особо охраняемая территория. Ну, как парки созданы, заповедники. Вот. Ну, их мы должны беречь, правильно? Там, потому что если начнешь там какое-то антропогенное воздействие, да, конечно, экологический режим нарушается. И потому, вот, чтобы сохранить все это, флору, фауну, рыбу, там, дичь, да, животных и так далее, вот, это вот сохраняется. И сегодня даже привезли, вот я к вам открою секрет, это овцебыков, бизонов привезли из Канады. Овцебыков? Овцебыки. Это же, раньше это были они территории, вот, всей Арктики это были. Тогда были такие животные, как мамонты, овцебыки, бизоны, да, вот это. Бизоны знакомы. Да, бизоны. Сейчас привезли, они уже начали плодиться. Вот. Уживается, понимаете? Это вот это у нас же 60 градусов мороза. Это. А овцебыков это шерсть-то такая, понимаете, толстая, и они выживают, как якутские лошади. Как могут выжить 60 градусов и сами достают корм, понимаете? Тебенёвка достают корм. Подножный корм. Из-под снега достают, и никто его не кормит. Сами достают. А овцебыки то же самое. Ну, бизона первое время подкармливают, но потом видите, мы можем наш север сделать наоборот такой природоохранной зоной. Вот, беречь, что там были животные. Туда ездить, просто смотреть, охотиться, порыбачить. Но ведь, Александр, одних этих возгласов «давайте беречь», «давайте» мало, хотя они тоже нужны, но это мало. Значит, нужны какие-то очень четкие системные решения. Да. Вы правы. И в перечне этих системных решений свое место имеет и система, или подсистема контроля. Да. Да. Вот наши слушатели часто мне звонят, мы много беседуем, и как раз именно эта страна, у нас еще есть и время, я знаю, что должна вас раньше отпустить, наш гость торопится на новую встречу. Ну так вот, наши слушатели все-таки считают, что вот сейчас даже в хороших начинаниях каких-либо там государственного уровня не хватает все-таки вот четко организованной системы контроля. Ни призывов, ни общих декларативных идей, а вот той вот самой системы. Это мои слушатели мне говорят. Я вот, только вы совершенно вы правы. В государстве должен быть четкий контроль.
понимаете, вот без этого, ну, раньше учет и контроль все-таки за принимаемыми решениями, особенно в области вот, охраны окружающей среды. И вот здесь сейчас, Да, потому что вот сейчас начали, а раньше как-то надо было всегда стране дать больше золота, алмазов, для этого ничего не жалеть, понимаете. Там столько добыть, все это, вот, металлов и так далее. Но сегодня уже подходы изменились вот, в наших условиях уже вот, в 21 веке, мы видим. Потом я хочу сказать, что сегодня ничего не скроешь. Проводится космический мониторинг полностью. Ты где-то разлил нефть, да, при добыче нефти, да, это уже не скроешь. И тот руководитель предприятия, там, участка, бригады и так далее, конечно, за это есть экологический надзор сегодня. И она выступала, и об этом четко они сразу мера не только административная, да, и по ущербу и так далее, но он должен за это ответить, не только административно, но и уголовная ответственность. Ага. За контроль да. нужен, за контролем нужен еще контроль. Да, это вот экологический вот надзор. Система определенная, технологическая. В советское время это жесткий контроль тоже был. И, правильно. Ну, санэпиднадзор, да, например, вот эти за продуктами питания, ГОСТы были определенные. К сожалению, сейчас вот отменили, сейчас требуют, чтобы вот заново. Все жалеют, а то отменили. Почему не внесем-то? Да, сейчас уже это вносится, уже по просто отдельным... писать-то они где-то пишут, но вот качество не отвечает госконтролю. Раньше, помните, четко это. Вот сегодня уже ГОСТ устанавливается, тоже уже по продуктам питания и так далее переходим. Я считаю, это совершенно верный подход, понимаете? И без этого сегодня нельзя, потому что вот такой огромной стране, да, и субъектах тоже есть это, такие контроли. Ну, у нас 85 субъектов, и, конечно, там и муниципальное образование тоже есть. Люди уже, когда мы на местное самоуправление перешли, люди уже сами должны следить за экологией, понимаете, общественный контроль населения. Ну вот помните, вот здесь даже в Москве сколько вот в Химках было разговоров, когда лес вырубают и так далее. Уже народ в этом плане открыто говорит. Это уже сегодня общественный контроль. И чем больше общественность будет принимать участие, есть движение зеленых, правильно? Это очень четко. Есть вот школьные такие всякие общественные движения. Я хочу сказать, что мы когда тоже обсуждали вопросы вот экологического воспитания, самосознания людей. Да. Вот об этом иногда мы забываем. Без этого нельзя, если население не будет принимать участие, понимаете? Потому мы говорим, это обязательно общественное обсуждение любых проектов должно быть. Вот. Но мы же видим это на Западе и так далее, цивилизованные страны всегда. Но всегда это была, вот, это тема дискуссии, войн определенных каких-то между крупными корпорациями и так далее. Понимаете? Для корпораций, конечно, прежде всего, это прибыль, вот, еще раз, прибыль, объем. Контролировать именно это и надо. Это вот противоречие это неуемность. сегодня. Да. Это было, и все-таки мы должны смотреть с точки зрения экологии, интересов населения. Это и должна быть усилена вот в этом плане, вот как бы правильно сказали, общественный контроль вот, со стороны общественной организации. Вот этого мы должны добиться. К сожалению, это гласность, прозрачность это проявлено. Многие об этом тоже говорили, скрывают и так далее. Вот.
629-08-73, 629-08-73, код Москвы 495. Это телефон нашей студии. В студии у нас гость Александр Константинович Акимов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, также член экспертного совета по Арктике и Антарктике, а вообще-то сенатор от Республики Саха, Якутия. Вы можете отправить смс-ку со своим вопросом либо с мнением с мобильного телефона на номер 2090, то есть 2090. Текст сообщения должен начинаться со слова «народ». Не забывайте. Вообще, это очень важно, и опять-таки, Александр, важность уже не в разговорах, а важность в делах, да, которые последуют. Давайте возьмем звонок. Будьте добры, наденьте наушник. Да. Мы слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, дорогое Народное радио. Самое умное Народное радио. Спасибо, что таких людей умных вы приглашаете. Да. И другим радиостанциям надо поучиться у вас работать. Скажите, пожалуйста, Александр Константинович, вам неизвестно про Володю Снайпера в Якутии? Я читала статью. Вы слышали? Да. Вот его убили еще в Якутии. Я уж читаю эту статью, все плачу. Ой, вам известно о семье Володи Кутас? Спасибо. Вот я слышал про про Володю, про снайпера, и я в определенной степени в курсе дела. Я хочу и сказать, что якуты очень были великие снайпера, великие воины, годы Великой Отечественной войны у нас много снайперов, героев Советского Союза. Как Охлопков, Федор Охлопков, Иван Кульбертинов, по 500, по 600 фашистов истребляли. И это, конечно... там генетическое охотничье зрение. Да, это белку глаз. Но главное, воины, они державники и всегда были на передовых. И в год 70-летия я хочу тоже всех ветеранов поздравить сегодня, пользуясь случаем, слушателей Народного радио, наших, особенно ветеранов войны и Трудового фронта. И сегодня, конечно, это для нас священный праздник, я всегда так говорю, им низко поклоняемся. И еще звонок, мы слушаем. Здравствуйте. Добрый день, Народное радио. Добрый день, уважаемые ведущие. Выражаем благодарность за такую интересную передачу. Спасибо. Есть несколько вопросов, телеграфно хотя бы. Да. Первое, это выходит за рамки Якутии. Лесные пожары у нас. Вроде бы клялись, божились, что такого больше не будет. Но опять идут цифры, и не какие-нибудь там сотни гектаров, а десятки тысяч гектаров горящего леса. Это же, наверное, миллиардные убытки. Да. А что делается в этом плане? Для сравнения, по-моему, Бочкарев выступал, это в прошлом зам счетной палаты, он приводил такие данные, там во Франции, где и лесов-то нет, там леса, наверное, на уровне нашего Измайлова или Сокольников, а у них там порядка сотни, по-моему, самолетов, вертолетов, то есть великолепно поставленные и оснащенные службы охраны леса. У нас вроде бы ликвидировали советскую систему охраны леса, и в результате получили то, что получили. Ведь для сравнения, скажем, Беларуси, куда более опасный регион, там и торфяники, и сосновые леса, но таких сообщений о том, что там такие массовые лесные пожары оттуда же не идут. Интересно, восстановили у нас советскую систему охраны леса или нет? Это первый вопрос. Второй, вы говорите, что у вас там с продовольствием везде очень хорошо. А как хорошо? При нынешней покупательной способности населения? Или это уже они могут получать на свои заработки тот
минимум, скажем, количество продуктов, которые необходимы. И последний вопрос как историку. Говорят, что якуты – это потомки одного из отрядов Александра Македонского, который сбунтовался и, уходя от мести Македонского, ушел далеко на север и дал основание якутскому народу. Вот одна из национальных черт якуты, говорят, человек, который никогда не врет. На редкость правдивые люди. И поэтому там говорят, вот я знал одного буквально энтузиаста Якутии, он говорит, арбузы выращивали в Якутии. Я нашел газету, где снимок, как один местный хозяин просто так выкатил рабочим на сенокосе десяток арбузов. Спасибо. Спасибо. Интересно. Ага, спасибо за Вопросы, очень интересные. Рада была вас слышать. Да, спасибо за хорошие вопросы и очень актуальные. Вот по лесным пожарам, да, вы правы здесь, конечно, очень серьезные пожары в Сибири, на Дальнем Востоке, у нас в Якутии тоже тайга часто загорается, особенно много зависит, конечно, от стихии тоже, вот когда сухое лето, без осадков, его всегда лес горит независимо даже от там человеческих рук и так далее. Но вы правы, что та система, которая в советское время была создана, она была разрушена. Это была велесохрана достаточно мощная там и так далее. Но сейчас потихоньку все это переводится в порядок. Я тоже этой проблематикой занимался, и сейчас мы по законам, по лесному кодексу и так далее, по разграничению полномочий, мы сейчас, я и как сенатор принимаю участие в этих вопросах. И МЧС в этом плане сегодня вот очень серьезно начал заниматься в том плане, что, во-первых, приобретение новых самолетов, нового оборудования для тушения. Без хорошей техники, там, без авиалесохраны, там невозможно сегодня тушить пожары. Это вы правильно сегодня говорили. Современных техники, там, технологий и так далее. И начали. И финансирование. Видите, Забайкалье горит сегодня, Байкалье. Вот все-таки наш слушатель спрашивает про советскую систему. Там ведь была система, да, система. А вот тут отдельные меры. Да, ну сейчас все-таки вот четко. Восстановлена она да, или нет? Да, уже восстанавливается, да? уже восстанавливается, и можно быть в этом плане немного определенной надежды есть. Ага. Но и сейчас регионы начали тоже уделять здесь особое внимание, да, вот именно оснащение техникой, людьми. Восстанавливается эта система и достаточно мощно, я хочу сказать. Теперь я знаю, что вы торопитесь, поэтому я уже начинаю торопить вас. Ну, и вот, покупательная способность населения какова, как вы ее оцениваете? Конечно, это я чисто привел примеры, что наоборот, вот в дальневосточных регионах есть и ресурсы, вот, например, вот, поставлять чистую продукцию, имеется в виду. А то мы очень много завозим там некачественной продукции. Это да? Опять-таки так, как разговор. Да, а вот как уже дело, да, вот что должно быть сделано. Да. И потому сегодня вот как раз по импортозамещению и вот именно поддержка местных товаропроизводителей, эта работа уже началась, я хочу сказать. Вот правильно говорят, даже у нас в Якутии сейчас выращивают эти арбузы. Уже вот там под Жатаем, это под Якутском, ну, все же говорят, что в Якутии на вечной мерзлоте ничего нельзя вырасти. Ну, это доказали, конечно, это арбузы, может, другие, но мы почти полностью себя обеспечивали, вот, можем обеспечить картофелью, да, ну, овощные, капустой, там, и другой такой мелкой продукции. Это вполне реально, и во многих регионах, и не надо завозить туда ягрун. В России, имеется Российская Федерация, вполне может себя это вот, обеспечить. Мы надеемся. Но другое дело, арктические районы там и так далее, это
это центральный район Якутии можно. Ну и третий вопрос. Последнее, вот, вы по якутам. Это, якуты от Александра Македонского. Да. Ну, я очень рад, что если так это подтвердилось. Ну, и вы правильно качество заметили. У нас северные народы, вот, врать не любят, это честные, трудолюбивые. Конечно, там выживают люди сильные. Но вот условия природные. Конечно, жили сейчас несколько научных версий есть происхождения вот якутских, северных народов. Мы около Забайкалья жили. Байкал – это якутское слово, да, Байкёль там, или Байкал – огромная вода и так далее. Ну и у нас такое древнетюркское происхождение, вот, и в связи с этим вот ваше предположение, вот это македонское, я даже не исключаю там. Вот так. Ну что ж, Александр Константинович, вам спасибо огромное, вам надо уже бежать на следующую встречу, я понимаю, и вижу, что вам не хочется уходить из студии, от наших слушателей. Ну что, можете еще посидеть, поговорить с нами, или уже бежать пора? Уже 10:46, уже пора. Но я хочу поблагодарить, Зинаида, что пригласили. Я всегда готов, и мои координаты можно найти. Я сенатор не только Якутии, конечно, мы Верхняя палата – это палата регионов, и мы в рамках интересов нашей великой России, регионов, делаем все возможное. Вот, и не только вопросы экологии. Главное, от людей не отрываться, от народа, что называется. Потому что он все видит, образованный у нас народ. Совершенно верно. Все видит, все слышит, все понимает. Желаю всем здоровья, благополучия, и мы всегда готовы встретиться. Чудно. Значит, будем продолжать наши встречи и наши беседы с народом. Сегодня у нас со слушателями мало времени было для разговора, но ничего. Ничего, да, есть. Мы это наверстаем. Ну что ж, пожалуй, и я тоже выйду из эфира, попрощаюсь со всеми. Итак, нашим гостем сегодня был Александр Акимов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также член экспертного совета по Арктике и Антарктике. Об этом мы тоже особо поговорим как-нибудь. Сенатор от Республики Саха-Якутия. Вела программу я, Зинаида Белухина. Спасибо всем. Рада была чувствовать наших слушателей, не только слышать. Всего доброго.